Читай Коран. Изучи, почему ислам истина. Вот тебе еще один пример, который я постоянно повторяю. Одно из доказательств, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи является посланником Аллаха, это его шариат, то есть закон, с которым он пришел. Окей, слушай внимательно. Сейчас весь мир, особенно западный мир, то есть западный мир, знаешь, я живу здесь уже на протяжении 20 лет. Что я заметил? Западный мир напоминает мне тело человека, которое внутри разрушено по частям. Лицо у него с ожогами и так далее. И что он делает? Он одевает красивый костюмчик, красивую масочку, такие очечки и такую кепочку сверху. Люди, которые не знают его изнутри, смотрят на него снаружи и думают: ага, посмотрите на него, какой классный, какой красивый. В этом вся реальность западного мира. Западный мир истекает кровью изнутри. Изнасилование, убийство. Все это. Теперь смотри, ислам призван охранять 5 вещей. Слушай внимательно. Ислам пришел, чтобы сохранить 5 вещей. Ислам пришел, чтобы сохранить религию. Раз. Что это значит? Ислам предостерегает от поклонения кому-либо, кроме Создателя, который создал небеса и землю. Именно поэтому идолопоклонство запрещено в религии ислам. Во-вторых, ислам пришел, чтобы защитить и уберечь интеллект или разум людей. Окей? Почему? Алкоголь и наркотики запрещены в исламе. Окей? В-третьих, ислам призван уберечь или защищать имущество людей. Процент и ростовщичество запрещено в исламе. В-четвертых, ислам призван защищать потомство человека. Именно поэтому прелюбодеяние и внебрачные связи запрещены в исламе. И в-пятых, ислам призван защищать человеческую честь. Именно поэтому порочить честь человека онлайн, неважно, будь это мусульманин или не мусульманин, является большим грехом в исламе. Теперь давай посмотрим на другую сторону. Алкоголь. Почти в каждом обществе алкоголь разрешен. Теперь, алкоголь полезен или вреден? Вреден. Вреден. Алкоголь несет вред для самого индивида и для всего общества в целом. Теперь, азартные игры. Это хорошо или плохо? Плохо. Из-за азартных игр люди воруют у своих родственников. Просто ради того, чтобы пойти и поставить деньги. То есть это несет вред для самого человека и для всего общества. Теперь, ростовщичество. Хорошо или плохо? Но это зависит. В смысле, как это зависит? Если я использую свои деньги, чтобы сделать себя богаче, а тебе беднее, это что, хорошо? Нет. Ну это и есть ростовщичество. То есть что такое процент? Я знаю, что тебе нужны деньги, я даю тебе деньги. Теперь, когда ты будешь мне их возвращать, ты мне дашь еще немного денег сверху. Именно поэтому ростовщичество делает богатых еще богаче, а бедных еще бедней. В 2019 году, кстати, сколько тебе лет? 23. Поэтому в 2019 году, ты знаешь, что было в 2019 году? Да. Что было причиной? Именно ростовщичество, процент. То есть это вредно для человека. Как для самого человека, так и для всего общества. Теперь, прелюбодеяние, внебрачные связи, это хорошо или плохо? Это плохо. Теперь вопрос. Почему все эти вещи разрешены в так называемых цивилизованных обществах? Когда мы точно знаем, что они все вредны для нас. А кто все это запрещает? Ислам. Именно поэтому, представь, что мы живем в городе. У нас есть только банки с ростовщичеством. Также есть только центры с азартными играми. Также места продажи алкоголя. И только места, где занимаются проституцией и так далее. И на всем этом зарабатывают люди, даже если они знают, что они приносят бедствие и приносят страдания этим людям. То есть я делаю деньги от страданий и несчастья людей. Теперь ты приходишь в мой город, и ты мусульманин, и ты призываешь людей к исламу. Теперь, как я буду на тебя смотреть? Ну, скорее всего, негативно. Ага, очень негативно. Ты такой: этот человек мой враг, а это мои денежки. Что я буду делать? Я буду использовать свои деньги, которые у меня есть, чтобы показать тебя с плохой стороны. И это наше время. В основном две категории, которые ненавидят ислам сегодня. Либо невежественные люди, либо те, которые имеют подобную власть. То есть те, которые имеют подобную власть, они богатеют на несчастьях и бедах людей. Поэтому они используют все свои средства, чтобы показать ислам с плохой стороны. Как? Через средства массовой информации. Это даже если ислам пришел совсем хорошим. То есть ислам является благом для человечества. Это не значит, что мусульмане идеальны, мы же просто люди. А теперь скажи мне, как у нас появляются такие эксперты, которые учатся в самых лучших университетах мира, но они не могут решить мировые проблемы. Но у нас был человек, который существовал 1400 лет назад, которому было дано откровение в пещере, которое решает проблемы всего человечества. Не знаю. Значит, этот человек является особенным человеком. То есть, он получил откровение от Аллаха, субханаху ва та'аля. Поэтому ни один человек не смог прийти с тем, с чем пришел пророк Мухаммад. С особым законодательством. Для семьи, например. Скреплять семейные узы.
Но что мы видим? Есть мировая кампания против семьи, настроена против семьи, семейных уз. Поэтому мы наблюдаем упадок христианства. Христианство находится в упадке, а иудаизм — религия для определенной нации. А индуизм — это не религия, это, можно сказать, философия. Вот именно поэтому идет война против ислама. Но даже при всем том, что идет война против ислама, самая быстрорастущая религия в мире сегодня — это ислам. Даже сегодня, когда у мусульман слабость. Хорошо, кто делает всю эту работу? Знаешь, кто делает всю эту работу? Аллах. Знаешь, Аллах это упомянул даже 1400 лет назад. Аллах сказал: Он, то есть Аллах, тот, кто отправил своего посланника с верным руководством и религией истины, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями, довольно того, что Аллах является свидетелем. И в другом аяте: даже если это ненавистно неверующему люду. И, как я сказал, во всем мире идет война против ислама. Посмотри, какое сумасшествие происходит в Австралии. Там хуже, чем в Британии. Там день и ночь против ислама, все негативное. В Америке и так далее. Но вместе с этим посмотри, сколько австралийцев, сколько французов, сколько немцев, сколько британцев принимают ислам, а мы даже не напрягаемся и не используем даже вилку, даже ложку, ничего. Почему? Потому что Аллах сказал, что эта религия, она сохранится. И вся хвала Аллаху, ты можешь это сам увидеть. Все понятно? Да. Аллахи, брат, посмотри, ты родился в мусульманской... Ты родился в мусульманской семье, но, как я уже говорил ранее, некоторые из наших родителей, пусть Аллах простит их всех, у них, в общем, что-то вроде традиционного ислама. Что-то вроде: ты мусульманин? Да, все. Да, дальше просто не напрягайся. Знаешь, пусть Аллах простит наших родителей. Но я всегда это говорю. В наше время мусульманин должен изучать, почему ислам является истиной. Ты не можешь утверждать, что ты мусульманин, при этом не зная, почему ислам является истиной. Потому что сейчас ислам подвергается испытанию во всем мире. Мы должны знать, и по воле Аллаха я здесь могу перед тобой стоять. По воле Аллаха я могу доказать ислам с точки зрения логики, рационально, на практике, что ислам является истиной. Альхамдулиллах. Видишь, вот именно это отличает ислам от других религий. Ислам тебе не говорит: уверуй в Бога. Окей, а где доказательства? Что типа Иисус умрет за твои грехи, не переживай, брат. Это вообще не доказательство. Иисус тебя любит. Это не доказательство. Пророк Мухаммад тебя любит. Это не доказательство. Я не могу тебе сказать: поверь в ислам, потому что один раз, когда я был дома, я спал, и у меня был сон, и пророк Мухаммад во сне пришел ко мне. И поэтому ислам является истиной. Нет, Аллах об этом не говорит в Коране. Аллах тебе дает универсальные доказательства. А знаешь ли ты, что такое универсальное доказательство? Те, которые обращаются к универсальному знанию. А что такое наше универсальное знание? Наше наблюдение, наше ощущение. Так мы постигаем чего-то. Например, ты сейчас со мной говоришь. То есть ты меня ясно видишь, правильно? Один из методов понимания чего-то или получения знаний — это наблюдение. Также наши чувства. Чтобы мне понять, что огонь горячий, мне нужно тронуть, и я понимаю сразу, что он горячий. Также, когда мы используем свой разум или интеллект. И таким же образом мы постигаем все разумом. Например, если чего-то не было, то есть что-то не существовало, если оно появилось, значит что-то другое сделало так, чтобы оно появилось, то есть сотворило его, либо сделало его. Также есть встроенная предрасположенность, либо фитра. Это само себе разумеющееся знание, как сказал Ибн Таймия, например. Один из самых величайших ученых ислама, пусть Аллах его помилует, сказал: если у тебя есть ребенок, и ты его раз такой по затылку шлепнул, этот ребенок естественным образом смотрит, кто это сделал. Но погоди, кто сказал, что кто-то это сделал? Потому что у ребенка есть встроенная предрасположенность, он понимает это. То есть должен быть кто-то, кто шлепнул его, кто произвел этот эффект. Даже собака. Если ты кинешь камень в собаку, она будет смотреть, кто кинул этот камень. Собака не будет нападать на камень. И также наша фитра, наше встроенное предрасположение. Допустим, я понимаю естественным образом, что я не могу жениться на своей матери. Мне не нужно для этого идти в школу, чтобы это понять. Я естественным образом это знаю. Все эти доказательства, с которыми нас создал Аллах, то есть как они у нас появились? То есть у нас это все с детства появилось. А кто нам это дал? Аллах использует это и обращается к этому в Коране. Аллах использует доказательства, основанные на разуме. Также использует доказательства фитры, внутреннего предрасположения. Также использует доказательства наблюдения. Аллах сказал в Коране: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Аллах говорит в Коране: воистину сотворение небес и земли, а также в смене ночи и дня знамения. Для кого? Для обладающих разумом, которые постоянно напоминают Аллаху значение аята. И они говорят: о наш Господь, ты не сотворил все это понапрасну. Видишь? Аллах в другом аяте говорит:
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. Неужели вы полагали, что мы сотворили вас ради забавы, и что вы не будете возвращены к нам? Аллах превыше всего несовершенства. Является несовершенным сказать, что Аллах сотворил все просто так, понапрасну. Каждая часть нашего тела имеет предназначение. Что касается нас самих полностью, тот, кто знает наше предназначение, это и есть наш Творец. Поэтому все то универсальное знание, которое мы имеем, Коран и Ислам идет с ним бок о бок. И еще один пример для разъяснения. Представь, я сделал машину. Я первый человек, который сконструировал машину. Окей? Понял? Приходят люди и говорят, я это сделал. И каждый дает свое руководство. И я дал тебе свое руководство. Ты следуешь руководству других, ты понимаешь, что оно не работает. Но когда ты следуешь моему руководству, машина начинает работать. Что это означает? То есть я являюсь тем, кто сконструировал эту машину. Также, когда смотришь в Коран, он идет вместе, бок о бок со здравым смыслом, универсальными знаниями и так далее. То есть тот, кто нас сотворил с этим универсальным знанием, является тем же самым, кто не спаслал нам откровение. Поэтому это все совмещается. Понимаешь? Все понятно? Да. Альхамдулилля. И я могу дальше продолжать, почему пророк Мухаммад является истинным пророком. Например, смотри сюда. Знаешь, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, сказал, что Коран является откровением Аллаха, он не просто так сделал заявление. Потому что делать заявление, каждый может что-то сказать, заявить. Я могу заявить что-то. В этом вся красота Корана, вся красота Ислама. Ислам не просто так делает какие-то заявления. Ислам обосновывает и подкрепляет все это доводами. Когда Аллах говорит в Коране, что Коран — это слова Аллаха. Аллах обращается к язычникам из числа арабов и ко всем. Если же вы сомневаетесь в том, что этот Коран, что мы ниспослали нашему рабу от Аллаха, то сочините что-то подобное, подобную суру, и призовите своих свидетелей. Но если же вы этого не сделаете, а ведь вы никогда этого не сделаете, Аллах не говорит не сделать, Аллах говорит попробуйте сделать, но Он знает, что они никогда это не сделают. Да? То побойтесь огня, который Аллах создал в соответствии со своей справедливостью и своей мощью. Бойтесь огня, растопкой которого являются люди и камни. Аллах угрожает нам этим, потому что есть ясные явные доводы. Теперь есть враги ислама, которые всю историю существовали, и все они пытались аннулировать тот факт, что пророк Мухаммад является истинным пророком. Верно? Да. Но пророк Мухаммад к ним приходил и говорил, вот, попробуйте, аннулируйте. Мы знаем, что за всю историю 1400 лет никто, кто попытался бросить вызов Корану, остался выглядеть глупцом перед всеми. Есть один египтянин, он попытался бросить вызов Корану. Но что мы имеем в виду? С точки зрения красноречия, законодательства и пророчеств, красноречие Корана просто идеально. Пытался бороться с Кораном и допускал грамматические ошибки.